Здравствуйте, это новости на нашем канале в прямом эфире. В студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Весенние хлопоты по республике повсеместно ведут подготовку к паводковому периоду. Какие мероприятия идут? Вакцинация продолжается. Сколько доз поступило в Якутию и сколько уже использовано? К 60-летию со дня образования совхоза Кировский в Кобяйском районе прошел традиционный слет оленеводов района. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить, как в российских регионах выполняется законодательство по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций во время весенних паводков. Как отметили в ведомстве, с учетом прошедших зимой обильных снегопадов и промерзанием почвы, паводковая обстановка осложнилась в большинстве субъектов России, прежде всего на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, в Поволжье. В зону возможного подтопления попадают многие населенные пункты. В этой связи по поручению Краснова организовано надзорное сопровождение проводимых региональными и муниципальными властями, а также уполномоченными организациями подготовительных мероприятий к прохождению весеннего паводка. Тем временем в населенных пунктах республики к паводковому периоду активно готовятся. К примеру, в селе Кыллах Алекминского района прошли тренировочные мероприятия. Сюжет нашего корреспондента Елены Фаст. Село Кыллах известно в республике как островное село. После большого половодья было принято решение о переносе села на высокий берег реки в местность Дапарай. Но и сегодня в селе проживает большое количество населения – 117 человек, из них 67 пенсионеров, 20 людей с ограниченными возможностями. Именно в Кыллахе население держит скот – 663 головы коров и 633 лошадей. Весна – время полной готовности к паводку. Вышло распоряжение главы и утверждена комиссия по чрезвычайной ситуации. Руководителями, куда входят руководители учреждений, водители, трактористы, гидрологи. Организован запас сена 5 тонн, 2 бочки бензина, 2 бочки солярки. Вот такая работа сегодня проведена. Отремонтировано 2 пункта временного содержания скота. Кроме мер, принятых на уровне Наслега, здесь отработала группа во главе с руководителем ПЧС Министерства сельского хозяйства. Мы проводим обучение по соответствующим вопросам. Это, конечно, вот по паводку, по запрете ограничения по проведению сельскохозяйственных палов, по пожарной безопасности на объектах сельского хозяйства, по страхованию имущества от сельхозживности и по другим касающимся по вопросам чрезвычайной ситуации. По итогам учений, где собрались жители села, готовность была оценена на хорошо. Только что мы закончили основную часть тренировочных мероприятий. Так, в целом, если оценить ситуацию по подготовке этих мероприятий, оценивается хорошо. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. На территории Амгинского района также идет подготовка к весеннему половодью. В этом году зима там выдалась снежная, поэтому ожидают высокий уровень воды. На 5 затороопасных участках реки Амги зачерняют лед. На сегодня завершены работы на участках Ксенофон-Тарыта и Уарай. На стадии завершения работы на участке Молода. Утверждены планы мероприятий по отселению людей в пункты временного размещения и отгону крупного рогатого скота, лошадей, домашних животных. Определены и подготавливаются 6 пунктов временного размещения на 410 мест для приема эвакуированных в случае возникновения ЧС. В консультативном прогнозу у нас сейчас снегозапас очень большой, от 130 до 200% выше нормы. Толщина льда тоже на гидропосту Амга выше нормы, более 20 сантиметров, поэтому прогноз не очень хороший. И, соответственно, готовится к этому. В затопление подпадает 6 населенных пунктов. Это по руслу реки Амга, Чатталган, Мендеги, Авага. К другим новостям. В 4 часа по местному времени зафиксирован обрыв магистральной линии связи на участке Нижний Бестях-Мая.
Бригада прибыла на место повреждения через час. Сейчас специалисты занимаются восстановительными работами. Абоненты Ленского, Вилюйского и Мирнинского районов временно переведены на радиорелейную линию связи, а жителям Амгинского района доступны услуги стационарного телефона. Абоненты переведены на спутниковый канал связи. Предварительное время восстановления будет известно позже. По информации оперативного штаба, за сутки по республике выявили 28 новых случаев заражения COVID-19, из них в Якутске 19 человек. Еще в 8 районах заболели по одному человеку. В Якутии тем временем продолжается активная вакцинация. Ее проводят в 44 медицинских организациях, в которых развернули 156 пунктов. Созданы 110 мобильных бригад. В республику всего поступило 100 912 доз вакцины. Использовано более 62% от всего поступившего количества. В Центре паллиативной помощи к 2022 году будет увеличено количество коек-мест до 50 единиц. Об этом говорится в указе главы Якутии о стратегических направлениях укрепления здоровья жителей республики. В данный момент в паллиативном центре, который располагается в поселке Кангаласы, из 30 коек уже занято 27. Пациенты учреждения в большинстве случаев неизлечимы, но благодаря специалистам люди могут хоть как-то абстрагироваться от тяжелых болезней. Указ предусматривает о том, что мы должны расширить в целом службу паллиативной помощи в республике, в том числе в городе Якутске, расширить до 50 коек отделение паллиативной медпомощи. В том числе еще 30 коек хосписной помощи. И, к сожалению, тенденция к этому заболеваемость, связанная с увеличением заболеваемости среди населения, тоже растет. В Якутии готовится к открытию детских оздоровительных лагерей. Будут работать более 600 учреждений в летний период с общим охватом более 42 тысяч детей. Направления работы разные, начиная от традиционных творческих и спортивных, заканчивая экологическими и техническими. Но в то же время по требованиям Роспотребнадзора заполняемость лагерей должна составлять 75%. Также палаточные лагеря откроются по решению Республиканского оперативного штаба и не будут передвижными. За пределы республики мы ежегодно отправляли около 2000 детей. А в этом году, наверное, скорее тоже с требованиями от региональных, федеральных лагерей тоже будет поменьше. Пока на данное время у нас квоты выделены только на квартал, на первый квартал. И, если так сказать, в океан у нас выделены всего лишь пока 299 квот. В Артек всего у нас выезжали 19 детей в этом году, а смен у нас выделено всего лишь 52 квоты. Это только на первый квартал. В селе Собянкёль-Кабяйского улуса прошел традиционный слет оленеводов района. Мероприятие приурочили к 60-летию со дня образования совхоза «Кировский», правопреемником которого нынче является ГУП Себян имени Петра Кеметинова. На слет собрались оленеводы со всех стат улуса. Колоритный праздник прошел на ура, а главной его изюминкой стали состязания в профессиональных навыках. Подробнее в репортаже Ульяны Шагиной. Слет открылся парадом в национальных костюмах и традиционным обрядом. Праздник с многолетней историей давно стал визитной карточкой коренных малочисленных народов Севера. Вот и в этот раз на слет съехались оленеводы со всех стат улуса, чтобы показать собравшимся свое мастерство. Общая сумма призового фонда этого года составила 500 000 рублей. Состязания проходили 2 дня. По их итогам в самом сложном забеге на 10 километров на оленьих упряжках победил оленевод Анатолий Алексеев, получивший главный приз – сертификат на приобретение ружья. Я надеялся на своих оленей. Одного из них начал давно тренировать, но он не бегал, так как все время находился в лесу. А другого оленя, наоборот, начал тренировать только с этого года. И, как оказалось, у него есть спортивное будущее.
Иннокентий Бурцев – знаток своего дела. Его трудовой стаж оленеводом составляет 43 года. Он известен далеко за пределами региона. И, конечно же, все эти годы он является бессменным популяризатором этой профессии, в первую очередь среди молодого поколения. Вот этот праздник стимулирует и очень настраивает наших детей. Потому что если мы сегодня перестанем вот этот праздник, перестанем производить, значит, наше будущее тоже как бы оттуда отойдет. Смысл мероприятия понимают и главные люди стада, хозяйки чума, без которых не может обойтись ни один оленевод. Для них тоже провели конкурс «Лучшая чум-работница». Задачей было рассказать о своих буднях и показать, что они умеют. С 6 утра она должна вставать и готовить еду оленевода. Еду оленевода. Когда все приготовит, когда уже свободное время появится у нее, она начинает шкуру выделывать. Сегодня в районе насчитывается 6,5 тысяч оленей. Общины сегодня проводят большую работу по увеличению их поголовья и улучшению генетики. В этом должна помочь и действующая программа по поддержке оленеводства в регионе. Ульяна Шагина, Татьяна Павлова, Кабяй, Якутск. В нашем волшебном мире так называется детская книга, презентация которой прошла в Якутском медиацентре. Авторами стали девочки-инвалиды, жительницы Якутска. Автор текста Валерия Амосова. Девочка имеет непростой диагноз, она не говорит и прикована к инвалидной коляске. Однако это ей не помешало окончить школу, а затем и техникум инвалидов. А вот яркие сказочные иллюстрации в книге принадлежат Полине. Сегодня девушка учится в Национальном социально-педагогическом колледже. В ее планах карьера художника-мультипликатора. В сборник вошли 5 сказок, героями которые стали обычные люди, а также волшебные герои. Главная цель проекта – помочь детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья реализовать и проявить себя в разных сферах жизни, показать, что любимые мечты всегда осуществимы. Дети с непростыми диагнозами, но чрезвычайно талантливые. И вместе с моей коллегой, журналисткой Вероникой Чупровой, мы решили сделать этот проект, то есть помочь талантливым детям реализовать себя. Вот, в частности, выпустить эту книгу. Проект благотворительный целиком. Мы хотим сделать вот этот выпуск этой книги первым шагом в каком-то большом потом проекте, который будет заниматься именно талантливыми ребятишками. Таковы новости к этому часу. На канале Якутия-24 эфир программы продолжит программа «Якутия Лайв» с Ириной Ефимовой. Я с вами прощаюсь. До встречи.